أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал в своем одном изречении, которое передал имам Тирмизи: «Ман ахья суннати факад ахаббани, ва ман ахаббани фахуа ма'и фил джанна». Тот, кто оживил мою сунну, то поистине он любит меня. А тот, кто любит меня, он будет со мной в раю. Посмотрите, дорогие братья, оживление сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, какой бы ни было сунны, это является причиной, которая сделает нас, чтобы мы были рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в раю. Не просто в раю, а с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. А это великая степень. И сегодня, дорогие братья, хотелось бы об одной забытой сунне напомнить нам всем, которую мы, к сожалению, пренебрегаем. И мы, и большинство мусульман, на которую не обращают внимания. Это салатуль джамаа, коллективная молитва. Молитва в коллективе, которая совершается в мечети. Не именно пятничная, а другие пятикратные молитвы, которые каждый день мы делаем. Эта молитва, дорогие братья, она в шафиитском мазхабе является суннатун муаккада, наиважнейшей сунной. Есть в других мазхабах имама Ахмада, Ата, Авзаи, они считают, что фарзуль айн, обязанность каждого мусульманина совершать в джамаате все 5 молитв. Но у нас немного в этом есть нисхождение. Поэтому, дорогие братья, хотелось бы вот именно на это сегодня обратить внимание, чтобы мы приняли слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и не просто услышали, чтобы мы следовали им. От Ибн Умара передается, он говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Салатуль джамаати афдалю мин салатиль фадзи бисаб'и ва ашрина дараджа». Коллективная молитва, она превосходит молитву, совершенную в одиночке, в 27 раз. Задумайтесь, братья, в 27 раз, совершая коллективную молитву в мечети, в джамаате, в 27 раз больше мы получаем вознаграждение. Зная это, мы многие знаем, дорогие братья. Мы слышали этот хадис, но мы почему не принимаем его? Почему мы не следуем ему? Вот если просто сделать сравнение сегодня, сказать любому из нас, вот который ты совершаешь работу, ты один делаешь ее, ты будешь получать 5000 рублей. Но если вы вместе с кем-то будете делать, вам по 10 000 будет каждому. 2 раза просто увеличить. Валлахи, все будем в джамаате работать, чтобы этот дунья заработать. Чтобы этот дунья заработать, чтобы прибыль в этом дуньяле получить, мы будем это в джамаате делать. Обязательно все, без исключения. Но когда касается ахирата, когда Всевышний Аллах обещает нам такие огромные вознаграждения, мы об этом забываем, мы на это не обращаем внимания. Почему это? Потому что из-за нашей слабой веры, дорогие братья. От Аби Хурайры передается, он говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Салату раджули фи джамаатин туда'афу аля салатихи фи байтихи ва фи сукихи 25 ضعфан». Молитва, совершенная в джамаате, в коллективе, она превосходит молитву, совершенную дома или же на рынке, в 25 раз. И далее пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, он разъясняет, каким образом именно это происходит. Он говорит: «Вадалика аннаху иза тавадда'a фа ахсана аль-вуду». И это, говорит, когда он совершит в полноценном виде малое омовение, со всеми обязанностями, со всеми суннатами, со всеми адабами, совершает малое омовение. «Сумма хараджа иля аль-масджиди ла юхриджуху илля ас-салах». Затем он с дома выходит в мечеть, и его ничего не уводит другого в мечеть, кроме как, чтобы совершить джамаат намаз. У него нет намерения какого-то брата там увидеть, какой-то вопрос обсудить или что-то другое. Нет, он только лишь выходит, чтобы совершить коллективную молитву в джамаате. И далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Лам яхту хатватан илля руфиат лаху дараджатун ва хутта анху биха хатиа».
Он не делает один шаг, кроме этим шагом ему поднимается одна степень, Аллах поднимает его на одну степень и прощает ему один грех. Каждый шаг, дорогие братья, который мы делаем, идя в мечеть, вот такое вознаграждение мы получаем. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. И когда он совершит, говорит, молитву в джамаате, в мечети, ангелы, говорит, они не перестают его благословлять до тех пор, пока он находится там, где совершил молитву. То есть, совершая молитву, если я сразу не вышел, остаюсь просто, или же поминаю Аллаха, или же не поминаю Аллаха, то меня благословляют ангелы. Ответит утвердительно, конечно же, хотел бы. Но на это есть указание пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и благая весть для тех людей, которые посещают коллективную молитву. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ман салля лиллахи арба'ина яуман фи джамаатин юдрикуль такбираталь уля, кутиба лаху бараатани бараатун минан нар ва бараатун минан нифак». Тот, кто 40 дней будет совершать коллективную молитву, сразу вступая за имамом, то и этому человеку записываются 2 очищения. Очищение от адского огня и очищение от лицемерия. Посмотрите, дорогие братья, как просто, совершая в коллективе молитву 40 дней, эти 2 очищения получаем. Это те очищения, особенно от ада, к которому мы всю жизнь с вами стремимся. Мы поклоняемся Аллаху, чтобы попасть в рай, и чтобы мы не попали в ад, чтобы мы не были из адских людей. На это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал нам, что мы должны делать. Особенное значение, дорогие братья, посланник Аллаха уделял утренней и ночной молитве. Сегодня, дорогие братья, мы все с вами, большинство из нас, мы люди мирского, мы дуньяльские люди. У нас мирское на первом месте. Как бы кто ни говорил, это истина, это на самом деле так. У нас мирское на первом месте. Поэтому из-за работы мы можем не приходить на обеденную, на послеобеденную и на вечернюю молитву. Из-за работы. Но у большинства из нас, дорогие братья, работа, она заканчивается до 6, до 7 может, да? Поэтому утреннюю и ночную молитву, если мы не делаем в мечети, у нас, валлахи, у нас никакого оправдания нету для этого. Никакого оправдания нету. Но мы с вами не приходим. Вот сколько человек бывает? 5-10 человек, может, бывает утром на намазе. Или же ночью. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал в хадисе, переданном от Усмана ибн Аффана, радаллаху анху: «Ман салля аша фи джамаатин, факааннама кама нисфа лайли, ва ман салля субха фи джамаатин, факааннама салля лайля кулляху». Тот, кто совершил ночную молитву в коллективе, в джамаате, он подобен тому, который выстаивал полночи в поклонении. Тот, кто совершил утреннюю молитву в джамаате, он подобен тому, который выстаивал всю ночь в поклонении. Вот эти 2 молитвы, совершая, дорогие братья, ночную и утреннюю молитву в коллективе, вознаграждение получаем, как будто мы всю ночь поклонялись Аллаху. Кто из нас сегодня поклоняется всю ночь Всевышнему Аллаху? Есть такие, что ли? Из миллиона, может, один будет, который ночью не спит и поклоняется, если он будет. Но мы не такие, дорогие братья. Но это вознаграждение мы получим с вами, когда будем совершать эти 2 молитвы в коллективе. В другом хадисе, дорогие братья, есть для нас предостережение, которое сейчас мы прочитаем. Также от Аби Хурайры передается, он говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инна аthqala салати аля мунафикина салату л-ишаи ва салату л-фаджр». Поистине самые трудные молитвы для лицемеров – это ночная и утренняя молитва. Лицемеры на эти 2 молитвы не ходят. Утреннюю и ночную молитвы. Если кто не ходит на эти молитвы, у этого человека уже есть признаки лицемерия, когда он не ходит сюда, на эти 2 молитвы. Далее посланник Аллаха говорит: «Валяу я'ламуна ма фихима ля таухума валяу хабван». Если бы, говорит, они знали, те, кто не приходит на ночную и утреннюю молитву в мечеть, если бы они знали, какое вознаграждение будет за эти 2 молитвы, то они бы приползли бы ползком
если знали бы вознаграждение какое, они ползком приползли бы, но совершали бы эту молитву. То есть, если он не мог бы ходить даже, он приполз бы, но эту молитву не оставлял бы в мечети. Далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. Затем говорит: я повелел бы одному из вас совершить молитву, чтобы он стал имамом и совершил молитву. И я, говорит, пошел бы с некоторыми из вас, мы взяли бы с собой, говорит, кучки дров и отправились бы к домам тем людей, которые не присутствовали на джамаат намазе, чтобы сжечь их дома. Я вот так, говорит, подумал сделать, посланник Аллаха. Кто такой пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Это лучший из творений, дорогие братья, мы все знаем. Это самый прекрасный нрав, у которого был, самый милостивый, самый милосердный. Но однако за тех людей, которые отсутствовали на джамаат намазе утром и ночью, вот что говорит посланник Аллаха. Задумайтесь над этим, дорогие братья. Еще есть другое достоинство, когда мы совершаем утреннюю молитву в джамаате, мы находимся под защитой Аллаха, субхану ва тааля. Ан Самурат ибн Джундубин радиаллаху анху анин набии саллаллаху алейхи вассаляма. Пророк саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Ман саллял субха фи джамаатин фахуа фи зиммати Аллахи тааля». Тот, кто совершил утреннюю молитву в джамаате, он находится под защитой Аллаха, субхану ва тааля. Ты совершил утреннюю молитву, брат, в джамаате, ты весь день находишься под защитой Всевышнего Аллаха. Вот, дорогие братья, какое превосходство мы получаем. Также в другом хадисе есть еще одно превосходство. От Сахля ибн Саада передается, он говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Башширил машаина фи зулами иляль масаджиди бин нури тамми яумал кияма». Оповести, говорит, благой вестью тех, которые ходят в мечети во тьме. А во тьме, когда мы ходим, это утренняя и ночная молитва. Мы ночью ходим в мечеть. Оповести, говорит, их благой вестью, что у них будет в судный день полноценный нур. То есть эти люди, которые присутствовали на джамаат намазе утром и ночью, они будут сиять нуром в судный день, в тот день, когда будут находиться в страхе. Даже пророки, лучшие из людей, любимцы Аллаха, те люди, которые присутствовали на джамаат намазе утром и ночью, они будут светиться нуром. Вот, дорогие мои братья, еще одно превосходство. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, тот, кто отсутствовал на утренней и ночной молитве, они этого человека не считали за серьезного мусульманина. Они ему не доверяли какие-то важные дела. От Ибн Умара передается, Ибн Умар, Абдулла ибн Умар, один из 7 великих Абдуллахов в исламе. Он является великим ученым и сподвижником. Он говорит: «Кунна ида факадна раджуля фил фаджри валь ишаи асана бихи зан». Мы, говорит, когда видели кого-либо, то есть не видели кого-либо на утренней и ночной молитве, мы уже о нем думали плохо. Мы думали о нем плохо, об этом человеке. Почему он отсутствует? Какая причина может быть? Причина не может быть. До этого мы говорили, что признаки лицемерия у того, кто не ходит. Поэтому сподвижники не считали его за серьезного человека. Задумайтесь, дорогие братья, если мы жили бы во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, во время сподвижников, кем бы они нас считали? Сколько раз мы приходим в месяц, в год на утренней молитве, сколько раз мы здесь бываем? Или на ночной молитве? Хотя азан мы слышим, но, к сожалению, пренебрегаем. Вот посмотрите еще один хадис. Еще один хадис, дорогие братья, очень такой важный для нас. Он нас должен стимулировать тому, чтобы мы не оставляли эти молитвы. От Умара ибн Умми Мактума передается, он говорит: я обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и сказал: «Ана дари'ун шаси'уд дар, вали каидун ла юлаимуни».
о посланник Аллаха, я слепой. Он был слепым. Он говорит, мой дом находится далеко от мечети. У меня нету проводника, который бы меня водил в мечеть. И он говорит, фагаль таджиду ли рухса. Находишь ли ты мне какое-то облегчение, чтобы я не ходил в мечеть на джамаат намаз? То есть дома выполнял свои молитвы. Это слепой. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, атасма'ун нида. Ты слышишь призыв? Ты слышишь азан? Каля наам. Он говорит, да, слышу. Ма аджиду ляка рухса. Я тебе не нахожу облегчения. Это слепому, братья, слепому посланник Аллаха облегчения не нашел. А мы сегодня зрячие, хвала Аллаху, здоровые, спокойно можем километрами проходить, когда до мечети 2-3 минуты ходьбы, 5 минут мы пренебрегаем. Кто-то может сегодня из вас сказать, это же сподвижник, у меня такого имана нету. А я вам приведу пример современности. Однажды у одного брата был, он был слепым. Как-то посчастливилось у него в гостях быть. Он живет в Махачкале, в редукторном. И как-то мы заговорились, он говорит, я на все молитвы хожу в мечеть. Он слепой. Он на все молитвы ходит в мечеть на джамаат. У него, говорит, метров 300-500, что ли, до мечети. Но он не оставляет джамаат намаз. Задумайтесь над этим. Он не сподвижник. Мы никто из вас, дорогие братья, мы с вами, нету нам никакого облегчения, нету нам никакого оправдания, что мы не ходим с вами на эти 2 молитвы. Днем, понятно, мы, как сказали, мы люди мирского. Мы можем из-за работы оставить коллективную молитву, но не утром и не ночью. Давайте, дорогие братья, оживим эту сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Вот это, дорогие братья, сунна, наши братские отношения, вот благодаря этой сунне тоже будут скрепляться. Мы порой не знаем брата-мусульманина, который ходит в мечеть. Почему не знаем? Потому что в пятницу пришел в мечеть, совершил намаз, даже аскара не прочитал, убежал сразу. Как будто за ним кто-то гонится. И даже братья-мусульмане не знаешь, которые ходят в мечеть. Вот давайте, дорогие братья, не будем такими. Будем соблюдать эту сунну. Наши праведные предки, саляфу салих, их не просто назвали саляфу салих, праведными предками. Их назвали почему? Потому что они соблюдали эту прекрасную религию. Когда они видели, что кто-то отсутствует на коллективной молитве, 7 дней ему тазият делали. 7 дней соболезновали этому человеку. То, что он пропустил коллективную молитву. И 3 дня делали соболезнования, если он опаздывал на вступительный такбир за имамом. 3 дня ему делали соболезнования. А у нас сегодня что? Мы вообще это не делаем. У нас вообще нету коллективной молитвы в мечети. Однажды Абдулла ибн Умар, ради Аллаху анху, про которого мы ранее говорили, он пропустил по какой-то причине коллективную молитву. И он ночную молитву пропустил. Всю ночь совершал ночную молитву. И говорит, хотя бы как-то возместить мое упущение. Всю ночь он совершал. Однажды Умар, ради Аллаху анху, он пропустил аср намаз, после обеденную молитву. По причине того, он отправился в свой сад, он поливал свой сад, свои деревья. И когда он пришел в мечеть, он увидел, что молитву совершили. Раньше же, как сейчас, часов не было. Они по солнцу определяли. Он немного опоздал. И тогда он сказал, «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». Это когда, говорит мусульманин, когда его постигает какая-то беда. Сунна сказать мусульманину, поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к нему наше возвращение. Он это произнес. Почему? Потому что он для себя увидел большим бедствием это. Пропустить коллективную молитву. И тогда он собрал всех и сказал, поистине свой сад я делаю садака бедным. И он раздал его. Мы когда садака делаем? Когда нас какое-то бедствие постигает, правильно же? Но Умар Асхаб посчитал это большим бедствием, оставив коллективную молитву. И он раздал свой сад в качестве садака, чтобы как-то возместить это упущение свое. Пусть Всевышний Аллах, дорогие братья, нас делает из соблюдающих сунны пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы благодаря этим суннам, или же этой сунне, про которую мы сегодня сказали, чтобы мы были вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в раю, альхамду лилляхи раббил алямин.